Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе, в студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. В городе Душанбе начался региональный форум руководителей структур по чрезвычайным ситуациям стран Центральной Азии. В его работе принимают участие представители соответствующих ведомств государств Центральной Азии, а также представители исполнительных органов государственной власти города Душанбе. Репортаж моих коллег об этом. Региональный форум руководителей структур по чрезвычайным ситуациям государств Центральной Азии был организован по инициативе Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан при поддержке международных структур. Мероприятие было посвящено развитию сотрудничества в сфере укрепления общественной безопасности, снижению риска природных катастроф и своевременному реагированию на чрезвычайные ситуации. В форуме приняли участие руководители и представители профильных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, а также представители международных организаций и других партнеров. Отмечалось, что основная цель форума – усиление механизмов координации и обмена опытом в области управления чрезвычайными ситуациями, ликвидации последствий природных бедствий, подготовки к трансграничным чрезвычайным ситуациям и развития регионального сотрудничества в условиях новых глобальных рисков. Основной целью сегодняшнего мероприятия и результат, который мы из него выносим, это в первую очередь подписание совместной декларации устойчивости городов. Когда мы говорим устойчивость, мы подразумеваем в первую очередь устойчивость как раз-таки к стихийным бедствиям и изменению климата, потому что эти беды, безусловно, не знают границ. И находясь в едином регионе, у нас действительно очень много схожестей и очень много бед, которые мы только сообща и только благодаря таким региональным диалогам можем вместе осуществить. И благодаря подобным инициативам и, опять же, открытости городов, стран, в том числе и правительства, это все может быть осуществимо. Ну и в том числе, не за исключением, скажем так, вовлечения международных организаций, которые, безусловно, цели которых направлены на решение этих вопросов в том числе. В ходе мероприятия обсуждались вопросы внедрения единых систем раннего оповещения и информационного обмена, укрепления сотрудничества при трансграничных чрезвычайных ситуациях, подготовки кадров и проведения совместных учений, развитие материально-технической базы спасательных и аварийных служб, поддержки уязвимых слоев населения, а также снижение природных и социальных рисков. Представители Республики Таджикистан регулярно принимают участие в международных и региональных форумах. 16 октября в Пекине, столице Китайской Народной Республики, состоялся круглый стол Шанхайской организации сотрудничества на тему Global Governance Roundtable for SCO Countries 2025. В мероприятии приняли участие делегации Республики Таджикистан. 16 октября в Пекине, столице Китайской Народной Республики, состоялся круглый стол Шанхайской организации сотрудничества под названием «Глобальное управление для стран Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года». В мероприятии приняли участие представители государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, международных организаций, а также эксперты в области политики, экономики и устойчивого развития. Основное внимание было уделено вопросам глобального управления, экономического взаимодействия, обеспечения региональной и международной безопасности, а также устойчивого развития в условиях современных вызовов. Согласно заявлениям официальных лиц, участники круглого стола обсудили широкий спектр тем, включая укрепление регионального сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества, совершенствование системы глобального управления с участием стран-участниц, противодействие глобальным вызовам, таким как изменение климата и угрозы безопасности, развитие экономических и технологических направлений, а также провели содержательный обмен мнениями по вопросам укрепления взаимопонимания и партнерства. Республику Таджикистан на мероприятии представили заведующий отделом публичного права Института философии, политологии и права имени Паховаддинова Национальной академии наук Джурахон Зуир и директор государственного учреждения телевидения Душанбе Маруфджон Ухилзода. В режиме онлайн участие принял также заместитель директора Центра дружбы и сотрудничества со странами Шанхайской организации сотрудничества Джемшед Тошев. Отмечается, что участие в подобных международных площадках способствует укреплению двусторонних и многосторонних связей, развитию научного и информационного обмена, а также способствует формированию новых подходов к сотрудничеству. В
В рамках круглого стола Шанхайской организации сотрудничества, проходящей в городе Пекин Китайской Народной Республики, его участники посетили компанию iFlyTech Co. Ltd. Кэда Сюнфэй. Репортаж далее об этом. На фоне расширения и укрепления взаимовыгодного сотрудничества между различными странами, а также авторитетными организациями и объединениями, представители Республики Таджикистан принимают участие в учебно-деловых поездках, форумах и круглых столах, представляя нашу страну на международной арене. С 15 по 18 октября 2025 года в городе Пекин проходит круглый стол стран Шанхайской организации сотрудничества на тему глобального управления. Это мероприятие приурочено к 80-летию создания Организации Объединенных Наций и организовано китайским управлением по изданию и распространению литературы на иностранных языках, секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Институтом международных исследований Китая. От Республики Таджикистан в мероприятии принимает участие делегация, в состав которой входят представители. В рамках форума участники посетили компанию iFlyTech Co. Ltd. Кэда Сюнфэй, одну из ведущих технологических компаний Китайской Народной Республики. Как было отмечено, iFlyTech является передовой корпорацией в области искусственного интеллекта, специализирующейся на разработке и внедрении интеллектуальных цифровых решений. Основные направления ее деятельности включают технологии распознавания и обработки речи, обработку естественного языка, а также создание инновационных продуктов на основе искусственного интеллекта. Согласно предоставленной информации, компания была основана в 1999 году в городе Хэфэй, провинция Анхой, при поддержке Китайского университета науки и технологий. Сегодня iFlyTech является одним из мировых лидеров в области речевых технологий и интеллектуальных решений для систем образования, здравоохранения, умных городов и цифрового управления. Мы продолжаем программу. Фалак – это не просто музыка, это душа таджикского народа, звучащая из глубины истории и отражающая нашу национальную идентичность. В Таджикистане фалак приобретает особое значение, становясь символом нашей культуры. В этом свете в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни состоялось торжественное мероприятие, посвященное международному фестивалю-симпозиуму «Фалак», который ежегодно проводится целью сохранения и возрождения этого уникального духовного наследия. Подробности в сюжете моих коллег. По инициативе президента страны, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, международный фестиваль-симпозиум «Фалак» стал важным культурным событием, направленным на то, чтобы это бесценное сокровище нашей национальной культуры осталось живым и было представлено всему миру. В рамках данного значимого мероприятия собрались представители различных структур, известные артисты, исследователи, ученые, любители традиционной таджикской музыки. Они выступили с речами о значении фалака, человеческой цивилизации, его роли в воспитании патриотизма и гуманизма. На открытии международного фестиваля симпозиума «Фалак» было отмечено, что благодаря инициативе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, Международный день фалака стал культурным и научным праздником, который отмечается с особым великолепием. Последние годы, благодаря заботе и вниманию нашего лидера, было уделено особое внимание сохранению и развитию традиционной музыки, особенно фалака, который сегодня стал важным компонентом как национальной, так и мировой культуры. В продолжении мероприятия была представлена яркая концертная программа, в которой талантливые артисты и музыканты со всех уголков республики исполнили как классические песни, так и народные фалаки, а также новые мелодии. Это стало воплощением высокого духа таджикского народа. И следует также отметить, что международный фестиваль-симпозиум «Фалак» представляет возможность артистам, ученым, исследователям и любителям этого благородного национального искусства обмениваться опытом, вносить свой вклад в развитие и совершенствование фалака.
В рамках второго Душанбенского международного кинофестиваля «Тоджи Сомон» в столице прошли кинопоказы. Следующая страница программы посвящена именно этой части фестиваля — демонстрация фильмов. Да не всякий дипломник заметит такое явление, как... В рамках второго Душанбенского международного кинофестиваля «Тоджи Сомон» состоялся показ художественного фильма «Киоми Рус», что значит «Восход дня», известного таджикского режиссера Нусира Саида. Эта картина стала первым полнометражным фильмом, снятым на пленку в годы независимости Таджикистана, что уже само по себе символизирует возвращение к самобытной традиции классического кинематографа. «Восход дня» поднимает важные социальные и нравственные вопросы, обращается к темам патриотизма, гражданской ответственности и личного выбора. Фильм отличается высоким уровнем режиссерского мастерства, качественной операторской работой и естественной убедительной игрой актеров. В центре сюжета история двух влюбленных, оказавшихся по разные стороны границы после распада Советского Союза. Очень было трогательно увидеть этот прекрасный фильм. Сейчас многие мастера мечтают снять что-то на кинопленке, но сейчас все сложнее и сложнее. Но, тем не менее, современные цифровые камеры дают очень близкий к этому эффект. И я думаю, повторить это технически можно, но эмоционально невозможно. Уже трудно встретить таких людей, трудно испытать те чувства. И я вернулся, наверное, в свою молодость и очень благодарен создателям фильма за это. Это был очень трогательный и очень приятный для меня опыт, ну и увидеть, каким был Таджикистан в то время, потому что самый первый раз я приехал 17 лет назад, и уже все было более современным, чем показано в этом фильме. Но сейчас, я не знаю, я испытываю массу чувств. С первых минут ленты зрителей были погружены в эмоциональную атмосферу, наполненную размышлениями и переживаниями героев. Показ фильма прошел в рамках основной программы фестиваля. Его посетили представители киноиндустрии, режиссеры, актеры, деятели культуры, а также поклонники национального и мирового кинематографа. Организаторы отметили, что «Киоми Рус» — это не просто художественное достижение, а важный этап возрождения традиции таджикского кино и укрепления национальных ценностей. Картина становится поводом для глубоких размышлений о человеке, обществе и родине, и через язык киноискусства доносит идею мира и единства. Благодаря этим качествам фильм стал участником множества международных фестивалей и удостоился ряда престижных наград. На втором Душанбенском международном кинофестивале «Тоджи Сомон» он также был тепло принят зрителями и получил высокую оценку. Уважаемые телезрители, на этом у нас все. Это была вся информация, подготовили к этому часу. Оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных новостей и до встречи.